Начиная еженедельное заседание, премьер Ингушетии Владимир Сластенин поздравил присутствующих с наступающим праздником Ид-аль-Фитр. Глава регионального правительства напомнил, что в выходные дни, объявленные главой республики, все дежурные службы должны работать в штатном режиме. Значит, оперативно реагировать. Здесь будут дежурить дежурные. Первый день Олег Борисович, второй день я, третий кто у нас? Вы тоже. Вот. То есть здесь тоже у нас будут работать дежурные. Поэтому надо, чтобы все прошло организованно, спокойно, мирно и праздник попраздновали. Ход заключения госконтрактов по объектам и мероприятиям национальных проектов – один из вопросов, который обсуждался в правительстве. Начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы правительства Ингушетии Бекхан Мальсагов подробно рассказал, как реализуются эти мероприятия. Контракты подписаны следующими министерствами. Минстрой 79,3%, Минтруд 100%, Минавтодор 100%, Минприроды 76,5%, Минздрав 42%, Минкульт 7%, Минспорта 43% и Миноборнауки 16%. Кассовое исполнение у нас не изменилось, оно на уровне 672 миллиона, это 16%. Кассовое исполнение у нас исполнили следующее министерство. Минстрой 14% из средств, что они расходуют, Минтруда 33%, Минздрав 8% кассу сделали, Минавтодор 30% и Миноборнауки 2,2%. Также на совещании затронули подготовку к празднованию юбилея. В этом году республика отметит столетие образования ингушской государственности. Заместитель министра культуры республики Хаджибекар Мальсагов отметил, что подготовка к важному событию идет полным ходом. План сформирован, лимиты нам довели, а соглашение, вы знаете, мы подписывали в пятницу. Дополнительно нам выделены еще средства 225 577. По этим сейчас мы будем работать. А так, по мероприятиям мы ведем работу, с фирмами договариваемся, коммерческие предложения получаем. Но до конца этого месяца мы соберем все коммерческие предложения и начнем выставлять на конкурсную комиссию. В рамках столетия образования ингушской государственности филармония республики в ближайшие дни проведет гастрольный тур по городам России, где будет делиться самобытной и уникальной культурой республики. В завершении совещания Владимир Сластенин дал ряд поручений главам министерств и ведомств. Зелимхан Калуев, Сулейман Костоев, Магаз 24.